Тек қана сол елбасынан алғыс хат алған үшін ғана ұсталып отырған туралы. Көмек қолдарыңыз созса екен деп көмек сұрап отырмыз. Брат Нургуль Султанбек Ертай был арестован в Китае 25 мая этого года. Точной причины никто не знает. С тех пор от брата нет никаких вестей. Единственная просьба Ертая, переданная через родных казахстанскому китаеведу Дукену Масимханулы, сообщите президенту Назарбаеву. Дукен ага, если будет возможность, передайте, пожалуйста, президенту Назарбаеву. Виноват ли я в том, что получил благодарственное письмо от Ельбасы, в то время как народы Казахстана и Китая связывает великая дружба? Снизу Ертай успел дописать номер своего удостоверения личности. Кроме этого, ничего нет. Семья Ертая, жена и дети находятся в Китае. Связаться с ними тоже нет никакой возможности. По словам активиста Серикжана Билаша, в Китае задерживаются и студенты, вернувшиеся после обучения в вузах Казахстана. Мы выявили факты по 98 студентам. Их имена и фамилии мы опубликуем в ближайшее время. Сегодня до обеда ко мне поступила информация еще об одном факте ареста студента, 99-го по счету. Только после подтверждения информации в учебном заведении мы сможем огласить ее. Когда происходят такие кошмарные события, нам непонятна молчаливая реакция казахстанского общества. О притеснении этнических казахов китайскими властями говорится с прошлого года. До этого родственники арестованных казахов несколько раз передавали письмо в консульство Китая в Алматы. Некоторые активисты также обращались в акимат Алматы за разрешением для проведения мирной акции. На сегодня от китайской стороны официального ответа нет. В то время как Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, 9 из 12 задержанных в Китае казахстанцев отпущены. Кроме того, в МИДе располагают информацией о 177 этнических казахах. Тимур Айтмухамбет, Нурбек Тусупхан, Ринат Фазылбаев и Азамат Жанкатов. Азаттык ТВ.